В истории Мархи, пригородного поселка Якутска, хватает белых пятен. Особый интерес вызывают ссыльные. В Мархинское урочище ссылали старообрядцев, членов религиозных сект, скопцов, хлыстов, духоборов. И говорят, что последний в истории России сосланный за свою веру скопец похоронен именно здесь, в Якутии. Искатели Якутии намерены выяснить, так ли это. С середины XIX века в Якутию начали ссылать членов секты скопцов. Марха была не единственным местом их водворения в ссылку. Скопцов поселяли в Алекминском, Вилюйском и других округах Якутии. В основе их вероучения была идея о необходимости оскопления, то есть в кастрации, для того, чтобы стать подобными ангелам и избавиться от греха. Скопческое вероучение проповедовало отказ не только от секса, но также и от курения и употребления алкоголя. Скопцы компенсировали отсутствие этих удовольствий большим пристрастием к чаепитиям со сладким, особенно коллективным и так называемым родением. На вид родение было невинной забавой. Скопцы собирались либо ночью, либо днем в затемненном помещении. Родение начиналось с пения под хлопанье в ладоши и танец скопческого лидера в длинной рубахе, подобный кружению современных турецких дервишей. Постепенно темп пения и танца ускорялся. Люди впадали в транс и начинали говорить на непонятном языке. Это называлось инакоговорение. На родение приглашались все желающие, воспринимавшие это как своего рода интересное развлечение. А затем новички постепенно вовлекались в изуверскую секту. Но, разумеется, все происходило тайно. Напомним, что скопцы были ссыльными и состояли под надзором полиции. В конце XIX века в городе Якутске, примерно в Залоде, в доме некоего Кукарева, скорее всего, это было арендованное помещение, скопцы пытались проводить свои родения. Но после второго родения сборища были весьма жестко и, возможно, даже с применением физической силы пресечены. Когда у скопцов появились свои дети, скопчата, как их ласково называли, полицейские надзиратели регулярно приезжали в ближайшее от города Якутска село Марха и привозили с собой областного врача, который осматривал маленьких детей, чтобы пресечь попытки оскопления маленьких скопчат. Откуда могли взяться скопческие дети? Оказывается, женщины-сектантки сохраняли способность к деторождению. И к концу XIX века, к великому огорчению сектантов, в их общинах появились первые дети. Какой бы ни была абсурдной вера скопцов, но деловая хватка у них всегда была крепкой. В Мархинском селении им принадлежало более 3000 десятин земли. И выращивали они то, что имело наибольшую ценность – пшеницу. Марха. Прежде, во времена скопцов, ее пейзаж был более живописным, а полей было гораздо больше. Урожайность была очень высока – до 25 центнеров с гектара. Такая урожайность в советское время считалась очень высокой. За нее колхозников награждали званиями ударников труда. Основная масса сосланных в Якутию скопцов происходили из самых земледельческих регионов России, из Орловской и Курской губерний. Это было не случайно, это была целенаправленная государственная политика по развитию земледелия в Якутии. И поэтому специально старались отобрать вот таких скопцов, которые могли бы внести существенный вклад. Конечно, все очень хорошо знают о том, что скопцы были очень трудолюбивые, очень много времени уделяли своим сельскохозяйственным занятиям. Но с другой стороны, они никогда бы не добились таких огромных успехов в земледелии, если бы не опыт поколений русских крестьян, которые развивали с 17 века в Якутии специфическую агротехнику.
пригодную для выращивания хлебов в суровых условиях. У нас своеобразные почвы, у нас очень близко залегает вечная мерзлота. И русские крестьяне, начиная с 17 столетия, они пытались преодолеть все эти трудности. И к середине 19 века, когда в Якутии массово появились скопцы, уже была разработана своеобразная агротехника. В результате общих усилий и крестьян-старожилов, и скопцов, и других религиозных ссыльных появились сорта хлеба, которые с большим успехом выращивались не только в Якутии, но и на территории всей Восточной Сибири. Это такие, например, самый известный из них – это сорт теремок, который пользовался большой популярностью по всей Восточной Сибири и обеспечивал Якутии урожаи хлеба на уровне среднероссийских, благодаря которым Якутия не только полностью могла снабдить себя хлебом, но и даже немножко вывозила в Иркутскую область. К сожалению, в настоящее время сорта хлеба, которые были выведены в начале XX века, они полностью утрачены. Это произошло в результате того, что в советское время, видимо, не признавалось необходимым развитие и сохранение земледелия в Якутии, не признавалось нужным сохранение и поддержание этих специфических сортов, в результате чего мы потеряли, к сожалению, уникальные сорта хлеба, возродить которые теперь очень-очень трудно, если вообще возможно. Несмотря на успехи в сельском хозяйстве и в бизнесе, секта скопцов в Якутии не росла. Ни один местный уроженец не соблазнился скопическими идеями, в немалой степени и из-за жесткого надзора полиции. Однако численность скопцов на западе Российской империи постоянно росла, и поэтому в ссылку в Якутию прибывали все новые и новые скопцы. Принято считать, что скопцы по национальности были русскими. На самом деле это было далеко не всегда так. Среди скопцов встречались выходцы из разных губерний и представители очень разных национальностей. Например, в селении Спасском из проживавших в нем более 300 человек скопцов, русских было 210 человек. Остальные были финнами, шведами и поляками. Даже шведы были. Были выходцы из Таврической губернии, были выходцы из Молдавии, из Бессарабии. Очень разные на самом деле по национальности люди. Различался и социальный состав скопцов. Первым скопцом, сосланным в Якутию в 1832 году, был смоленский дворянин Родион Михайлов. Так что скопческая вера недаром считалась особо опасной, проникала в очень разные слои общества. Среди скопцов основную массу составляли крестьяне, но были среди них и мещане, и даже казаки, к нашему большому удивлению. Среди приверженцев скопческой секты было и много купцов. Причем это были, как правило, купцы довольно состоятельные. Были и представители воинского сословия, солдаты и младшие офицеры. Так что действительно вера была очень опасная. До сих пор ни один исследователь, к сожалению, пока еще не объяснил, чем же так привлекательна была секта скопцов для, казалось бы, вполне нормальных и благополучных людей. Дело в том, что до начала 20 века во всем мире не было нормальных и эффективно действующих противозачаточных средств. И каждый раз, каждое соитие грозило незапланированной беременностью. И рождение каждый раз новых и новых детей грозило подорвать экономическое благополучие любой семьи, даже семьи среднего достатка. Сексуальное самоограничение практиковалось по чисто экономическим причинам, причем не только в православной, но и в католической идеологии под лозунгом борьбы с грехом. А скопчатые же идеологи извратили этот вполне нормальный и нужный в то время постулат своими бреднями о том, что человек после кастрации становится бесполым существом, подобным ангелу. По некоторым данным, секта скопцов выросла из диаметрально, казалось бы, противоположных по своим взглядам
другой секты, секты хлыстов. Хлыстом являлся небезызвестный Григорий Распутин. Учение хлыстов гласило, что человек не должен беспокоить Бога по пустякам. И чтобы совершить раскаяние, нужно действительно согрешить. В одной из хлыстовских общин возле Петербурга однажды родилось очень большое количество детей, и община была не в силах всех их прокормить. И поэтому некоторые идеологи хлыстов придумали радикальный способ пресечения сексуального влечения. Однако отработанная методика вовлечения в секту давала сбои в условиях противодействия государства и православной церкви. Начиная с XIX века прибытие из европейской части России новых ссыльных сектантов прекратилось. Скопцам оставалось сосредоточиться лишь на хозяйственных делах, а трудиться они умели. В архиве сохранились фотографии скопцов Алекминского округа конца XIX – начала XX века. Так выглядело подворье зажиточного алекминского скопца. Вот фотография молодого скопца возле чудо-техники, паровой мельницы в далеком Усть-Чаринском поселении Алекминского улуса. А вот и сам автор фотографий алекминских скопцов Ерофей Павлович Ереська, зажиточный купец, имевший собственную фотомастерскую. На этом снимке скопец-фотограф Ереська запечатлел себя со своим урожаем бахчевых. В Мархе удивительнейшим образом сохранились старинные дома. Они заставляют удивляться мастерству наших предков и неповторимости деревянного зодчества. Многие из них, возведенные скопцами и староверами, стоят как влитые уже вторую сотню лет. Время как будто обходит их стороной. В этих домах до сих пор живут люди. Скопцы не только сеяли и пахали, но и преуспевали в ремеслах. Их кузнечные изделия до сих пор поражают своим качеством. Сохранились и другие напоминания о пребывании скопцов. Вот эта несгораемая табличка свидетельствует о том, что скопческий дом был застрахован от пожара в страховом обществе «Саламандра». Но все эти крепкие дома, мельницы, прекрасный инвентарь и обихоженные поля после смерти их хозяев оставались без наследников. Скопческие общины в Якутии постепенно старели и были обречены на вымирание без притока новых членов. Из-за появления одного существенно нового обстоятельства в общинах со временем не осталось бы ни одной женщины, способной родить ребенка. К 1890 году Святейший Синод Русской Православной Церкви по согласованию с российским правительством приняли постановление о том, что женщины-скопчихи, которые выходят замуж за православного христианина, отныне являются свободными людьми и не считаются ссыльными. Это очень хорошее и мудрое постановление преследовало цель ускорить разложение секты скопцов, которая и так уже началась к концу XIX века. Православная церковь к секте скопцов всегда относилась отрицательно. И вот это отрицательное отношение поддерживало и государство, так как секта была официально запрещена. Основанием для запрета этой секты был тот физический вред и душевный вред, который секта наносила своим адептам, своим членам. Да, был момент членовредительства сознательного, когда человек сам себя оскоплял, прикрываясь борьбой с плотскими страстями, с плотскими пороками. И церковь всегда к этому относилась резко отрицательно, потому что причина наших страстей, наших пороков – это не наше тело, а наша воля и наше желание грешить. Если человек не хочет грешить, если он не хочет совершать никакой грех, то и тело здесь не помощник. Церковь никогда не закрывала двери перед такими людьми, которые раскаялись и решили исправиться. Церковь их всегда принимала. Да, было какое-то испытание, смотрели на этих людей, как они живут, нет ли у них желания возвращаться к прежнему. И тогда их церковь принимала снова в свои члены. Единственное, конечно, на них уже накладывались определенные ограничения, которые касались принятия священного сана. Существуют правила, которые восходят ко временам апостолов, что если
если человек, который себя добровольно оскопил, он уже ни под каким условием не может быть священнослужителем. Вот это вот, наверное, единственное ограничение, которое было для таких людей. Ну, еще, конечно, были моменты в жизни. Понятно, что такой человек уже не мог иметь семью, то есть он не мог полноценно существовать. Человек сам себе навредил, принес вред своему здоровью, своей жизни. И здесь как-то еще наказывать было бы уже жестоко. Человек сам себя наказал. И вот если он осознал вот этот грех, то с него уже хватит вот этого наказания. Вот на этих правилах о том, что вред для своего здоровья категорически недопустим, церковь отрицательно относится и к многим сектам, которые ставят под угрозу жизнь своих членов. Но, разумеется, любое действие вызывает противодействие, и самые закоренелые скопческие фанатики всеми силами старались что-то сделать, чтобы возродить былое влияние своей секты. И в 1891 году в селе Марха объявился новоявленный скопческий пророк по имени Кузьма Лысин. Он объявил себя новым воплощением бога Саваофа и начал собирать народ на вновь возрождаемое им родение. Причем приходили, опять же, не только скопцы, но и все любопытствующие, и даже приезжали люди из города Якутска. Однако в том же году полиция, получив донос от некоторых горожан, пресекла эти сборища и арестовала Кузьму Лысина. После ареста он был сослан вообще за пределы Якутской области, и следы его теряются. И таким образом последняя попытка возрождения скопческой секты и ее влияния провалилась. Разумеется, это вовсе не означало, что скопцы исчезли без следа. Некоторые из них дожили до второй половины 20 века и являлись живыми реликтами. Так, в 1959 году состоялась встреча с одним из последних скопцов. В то время я был еще студентом Якутского государственного университета, проходил практику. Утром, как всегда, я разжигал костер, и неожиданно на горизонте появилась личность, невероятно привлекающая внимание. Это был очень истощенный человек. Рост его был где-то около 2 метров. Можно было сразу понять о том, что это вот представитель скопцов, потому что голос его был очень писклявый, очень тонкий, очень такой своеобразный. Ну и, конечно, отдельные другие признаки. Прежде всего, это очень маленькая голова по сравнению с общим фигурой большой. Огромные руки. Чувствуется о том, что человек был огромной физической силы ранее. Я задал вопросы, кто он и откуда. Он жил долго в Алекминске, что он вот из секты скопцов. Хотя сразу же подчеркнул о том, что он и при советской власти успешно работал и даже заработал пенсию. Можно было представить, сколько ему лет. Алекминская электростанция, сейчас я не знаю, потому что я давно не был в Алекминске, стоит ли она, но в то время это была действующая электростанция, так это вот как раз здание паровой мельницы Густакашина. То есть он был достаточно зажиточный до революции, как и все скопцы. После раскулачивания при советской власти он оставался работать на этой мельнице механиком, заслужил пенсию, но вот уже в преклонном возрасте, когда у него действительно здоровья, видимо, уже почти не было, он в основном рыбачил. Несмотря на свою бодрость и здоровье, Густакашин был живой иллюстрацией, своего рода посланием из прошлого, напоминающим о суровых обрядах сектантов-изуверов. Вот из рассказов было ясно, что попал он на территорию Якутии прежде всего с матерью. Он не был преступником. За преступление пострадала его мать, поскольку она добровольно отдала на оскопление своего сына в 12 лет. Он принимал
это как должное. То есть можно сегодня сказать о том, что когда человек в семье с детства имеет влияние родителей, неважно какого направления, конечно, он прежде всего следует по стопам своих родителей. То есть нарушить обычаи и те, которые проповедовала мать, конечно, он не мог. Несмотря на свое тяжелое увечье, Густакашин не только оставался верен своему скопческому вероучению, но и был одним из лидеров своей общины. Ему даже удавалось надолго скрываться от надзора полиции. Будучи одним из руководителей, в том числе идейных, видимо, Густакашин поддерживал связь с Европой. Вот представьте дореволюционную Россию, отсутствие дорог, и он несколько раз выезжал из-под надзора, проезжал всю Россию, доезжал до границы с Румынией и с контрабандистами проходил на территорию Румынии, встречаясь там с представителями сектантов. Причем вот рассказы о его переходах, ну вот я не зря вспоминаю сейчас с улыбкой, но когда он рассказывал, я, говорю, не мог удержать смех, несмотря на то, что я знал, что ему это не совсем приятно, но он вот в душе, глядя на меня, он понимал мое состояние, и он, видимо, прощал мне вот этот невероятнейший смех, который Это рассказ человека, который красочно описывает вот эти все события. Причем на него покушались те же самые контрабандисты, зная о том, что у него достаточно много драгоценностей, которые он везет, но он их опередил, он, имея огромную физическую силу, переправляясь на их, когда посты пограничные их засекли, он контрабандистов двоих выбросил из лодки и все равно добрался. Говорит, а что мне там с ними было? Я, говорит, знал, что они меня сдадут или отберут все эти драгоценности, или убьют. Значит, вот примерно события такие проходили. Когда началось раскулачивание, то выяснилось, что самые богатые люди в округе – это именно они, скопцы. Сведения о сокровищах скопцов многим долго не давали покоя. И действительно, в Алекминске находили клад золотых монет, оставшихся от скопцов. Но в других местах ничего не обнаруживали, как ни старались. Поиски скопческих богатств продолжаются до сих пор. Хотя самый последний известный богатый скопец, Калистрат Назаренко, давно уже отошел в мир иной. Калистрат дожил до глубокой старости и умер своей смертью в один день со Сталиным, 5 марта 1953 года. И в один же день с ним и был похоронен. Давно уже нет секты скопцов, людей со странной и исковерканной судьбою, волею которой им пришлось прожить не простую, а подчас трагическую жизнь. И все-таки некоторым из них удалось оставить о себе добрую память, а именно бесценный опыт выращивания в условиях вечной мерзлоты замечательных сортов пшеницы теремок, американка, мархинский голозернистый. Есть надежда на их возрождение, так как сохранились некоторые архивные документы, которые позволяют со временем воссоздать эти замечательные сорта хлеба. А скопческая пшеница будет подороже, чем мнимые клады скопцов.